Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите новый проект «Подворье». Дарья Анкехова, приветствую вас. На прошлой неделе Дмитрий Аргунов занимался благоустройством дачных участков. Он строил скамейки, занимался газовым отоплением. В общем, у него все было вот по мужской тематике. На этой неделе буду работать я. И я начну с интересной темы. Это, конечно, растениеводство. Сегодня мы приехали в ботанический сад Северо-Восточного федерального университета. И рядом со мной находится Ирина Трофимова. Ирина, здравствуйте. Всем здравствуйте, и вам здравствуйте. Да. Ирина Трофимова является начальником отдела древесных растений. Вот такая у нее интересная специальность. И сегодня мы поговорим о том, как правильно посадить черемуху. Вот такая тема. Но для начала давайте расскажите нам немножечко про ваш замечательный ботанический сад. Ну, наш ботанический сад, во-первых, располагается на Покровском тракте. 10-й километр, дом 1Б. В принципе, схема проезда, ну, в общем, как доехать и так далее, приведена в приложениях и у нас на страничке. Работаем мы вообще с 97-го года, но как ботанический сад именно с УФУ мы работаем с 2001 года. Сейчас мы проходимся по аллее, которая была заложена вот в 97 году. Здесь идет посадка такая, чередуется она, идет береза, за ней черемуха и так далее. Посадки, в принципе, цель посадок может быть абсолютно разная, то есть это могут быть какие-то изгороди, могут быть солитеры, то есть растения сажаются ну, как солитеры, то есть далеко друг от дружки. Здесь у нас такая кулисная посадка. Мы защищаем от ветра наши инорайонные растения. То есть вот за вот этой кулиской находятся растения, которые растут в других регионах. Вот, и не растут у нас. А у нас вот здесь, собственно, береза и черемуха. Вид черемуха обыкновенная, в Якутии растет. И удивительно, ну даже не удивительно, а самое такое особенность черемухи в том, что из таких декоративно красиво цветущих древесных растений она самая первая. То есть идет весна, природа начинает у нас только просыпаться, и идут уже листочки такие, они свеженькие, зелененькие, и цветение тоже идет первым. Да, поэтому мы и решили сегодня поговорить вот именно на тему посадки черемухи, потому что это актуально, и я уже чувствую аромат. Я уже чувствую аромат, потому что мы приближаем к этой красавице, приближаемся. Вот она, та самая черемуха. Да. Кстати, пользуясь случаем, я хотела немножко проанонсировать наш фестиваль. Наверняка многие люди слышали про обычай у японцев любования именно цветущими растениями, вишни, сакуры. В общем, у них это называется ханами, а у нас это будет саханами. Фестиваль этот начнется с завтрашнего дня, продлится до 25 июня. И в первую неделю мы будем любоваться вот именно черемухой, потому что она зацветает первая. Далее пойдет у нас цветение яблони и сирени. Вот так вот. Ну что, дорогие телезрители, присоединяйтесь, да, к такому замечательному фестивалю. Попробуйте, придите, посмотрите. Возможно, вам понравится, да? И вы посадите у себя дома замечательную, красивую черемуху. Ну что, переходим к ней, красавице. Для начала, вот визуально, я, например, не могу определить, какой возраст данного дерева. Вот примерно через сколько лет вот такого размера дерева может появиться у меня на участке. Вот этому растению примерно лет 10. То есть такой конкретной цифры я не назову, потому что это довольно сложно. И всегда растение, ну, то есть возраст растения и вообще его вид зависит от качества ухода, от количества полива, от подкормок, от вообще места даже, где оно посажено. Потому что состав почвы и так далее, все это очень сильно влияет на рост и развитие растения. Плюс, насколько это солнечный участок. Ну, в общем, факторов много. Но конкретно это растение, я могу сказать, потому что я здесь работаю, оно где-то 10-летнего возраста. 10-летнего возраста. Хорошо, самые главные такие проблемы, которые могут быть связаны с таким вот деревом. Ну, чего нужно опасаться больше всего, вот чтобы за 10 лет все-таки оно было вот таким красивым? Во-первых, получается, самое явное – это вредители.
Поскольку черемуха, ну, то есть листочки черемухи, побеги новые, они совсем мягкие, на ней очень часто появляется тля. Та самая тля. Да, да, да. И признаки появления тли, они такие, то есть бывает, что листочек такой блестящий, вот это вот, как называется-то, нектар, ну, в общем, пать, собственно, которая выделяется именно вредителями, когда они вредят растению. Плюс листочки, они сворачиваются вовнутрь, и вообще, в принципе, их довольно хорошо видно на обратной стороне листа. Это такие зелененькие, черненькие или белого маленькие цвета, такие. маленькие такие штучки, их видно. Вот, но просто визуально, если у вас начинаются скрючиваться листья, это плохо, и когда вот такой, ну, жирный такой, смоленистый такой Так, вот налет значит, на обращаем растение. внимание на то, если скручиваются листики, на жирность листика и на наличие вот этих маленьких жучков, да? Вообще побороть ее сложно? Вообще Или в современном мире? На самом деле на вот эти вот особи очень пагубно влияет даже просто мыльный раствор. Просто единственная сложность в том, что насекомые откладывают свои яйца в очень труднодоступных местах. То есть они прячутся и так далее. И еще что дополнительно, это есть муравьи. Муравьи, получается, очень любят вот эту вот пать, выделяемую тлей. И, собственно, они из-за этого, ну, как охраняют ее, переносят и так далее. То есть нам надо одновременно бороться и с тлей, и с муравьями. В этом случае нам помогают химические средства защиты. То есть, ну, их довольно много. И единственный минус, ну, то есть плюсом является то, что он одновременно борется и с муравьями тоже, а минус это то, что, так сказать, мы же, получается, все равно плоды у них едим и так далее, и это довольно вредно. То есть у нас по срокам надо до того, как уже начали закладываться плоды, произвести обработку, то есть это ранняя весна. Ранняя весна. Да, если... Так. Продаете ли, спрашиваю? Телезрители спрашивают, продаете ли вы саженцы? Саженцы. Ну, продажей мы, конечно же, занимаемся. Сезона у нас 2. Весенний сезон начинается после майских праздников и заканчивается в середине июня. Но, к сожалению, сейчас уже у нас саженцев в наличии практически нету. Есть немножко боярышника, яблони и тополя. А так основной ассортимент такой широкий будет уже на осень. Осенняя продажа начнется тоже в районе середины августа, продлится тоже до конца сентября где-то примерно. Вот. Отлично. Ну что, Ирина, пройдемте, все-таки посмотрим, как же правильно нужно посадить. Ну, допустим, приобрели мы саженец. Во-первых, самое главное, какого возраста должен быть он для лучшей посадки. Вот, у нас здесь есть. Сейчас я надену перчатки. Вообще, золотое правило – это то, что чем моложе саженец, тем он проще приживается. То есть мы же выкапываем растения, ну, то есть при выкопке растений мы обрезаем корневую систему, то есть мы производим, ну, такое, как сказать, мы повреждаем эту корневую систему. И чем младше растение, чем моложе, корневая система меньше. Меньше, вот. логично. И, собственно, лучше сажать маленькие растения, но, естественно, нам всем хочется получить результата сразу. Конечно. Да? Хочется прям дерево сразу выкопать и пересадить его к себе на участок. И мы продаем саженцы как минимум 2-3 лет и как максимум уже где-то 5-6 лет. Дальше мы уже не продаем, потому что мы хотим быть уверенными в нашем посадочном материале и, ну, как-то довольно рискованно. Так, я человек, допустим, неопытный, значит, пришла к вам, но не разбираюсь в качестве вот саженца именно. На что мне нужно обратить внимание? Возможно, должен быть определенный ствол, да, не листики. Вот на что? Хороший саженец должен обладать какими характеристиками? Ну, во-первых, получается, мы же начинаем продажу ранней весной. Это, ну, то есть есть риск того, что растение может быть не перезимовало, то есть засохло и так далее, замерзло. Проводите руками по стволу и чувствуете то, что растение, оно гибкое, то, что оно, ну, такое, в общем, живое. Не сухое, да. Плюс Сажать осенью.
Осенью, да, можно. Вот у нас, я говорю, сейчас давайте скажу тогда о сроках посадки. Вообще работы по саду, это посадка, пересадка, обрезка, подкормка и так далее, производятся в 2 сезона. Это весной и осенью. Весной этот промежуток после майских праздников, когда земля уже у нас оттаяла. Оттаивание это происходит в разное время, то есть на Вилюйском тракте в середине мая еще может быть земля мерзлая, тогда не производим пока никаких манипуляций, а дожидаемся оттаивания земли. То есть в среднем начало это середина мая. То есть, фиксированной даты нету, естественно, все плавающее, зависит от погоды и так далее. Осенью работы начинаются с середины августа. Тут уже получается, растение у нас все еще облиственное и так далее. Нам покажется то, что как будто бы рано, но, в принципе, в августе растение уже начинает постепенно готовиться к перезимовке, и уже можно будет производить мероприятия. Дальше конец этих мероприятий – это где-то середина сентября. В принципе, можно сажать растения до того, как земля замерзнет. Это может быть и конец сентября, начало октября. Тоже всегда по-разному. Все зависит от природы, погоды и всего. Ну что, у нас сегодня замечательная погода, и мы готовы посадить той самой манипуляции, которую вы сейчас рассказывали. Вот здесь вот мы продолжим посадку нашей аллеи. Тут у нас немножко как будто бы пустое место. А здесь я определила 2 метра между ними. Это потому, что у нас посадка идет кулисная. Но если бы, допустим, я сажала черемуху как солитер отдельно, то мы бы взяли расстояние 3-4 метра. То есть мне лично нравятся такие отдельно стоящие растения, у которых такая развитая форма, да, получается, такая, то есть никогда в лучшем ничего случае не мешает. 3-4 метра, минимально 2 метра друг от друга. Примерно, метр тоже можно. Все, хорошо. Отмерила я, значит, 2 метра. Приготовила лунку. Лунка должна быть диаметром больше диаметра нашего кома. Я обычно делаю лунку где-то сантиметров 50-70 сантиметров. Делаю ее круглой формы, потому что мне больше нравится так. То есть мне как-то так. Некоторые делают квадратной формы, но это, в принципе, не важно. Это уже на вкус и цвет, как говорится. Хорошо. Дальше мы выкапываем эту лунку где-то глубиной на штык лопаты. Получается, у нас подготовлен перегной и кора. По сути, в лунку еще должен помещаться песок, но поскольку у нас на участке песчаная почва, песок я добавлять не буду. Вообще стандартно набор для посадки древесных растений – это 3 части земли с участка, 1 часть перегноя и 1 часть песка. У нас получается такая питательная смесь. Еще раз, 3 части. Это земли с участка. Дальше. 1 часть перегноя и 1 часть песка. Все это перемешивается, у нас получается такая смесь. Я это делаю на глаз, в принципе. Вы можете отмерять. Вот я, получается, поместила перегной. Перегной должен быть очень хорошо перепревший, то есть свежий перегной нам не подойдет, потому что свежий перегной может сжечь наши корешки. Все это перелопачивается. И... Так, секундочку. Вот у нас получается такая питательная смесь. Вот. И лучше бы вот эту всю сорную растительность убрать, для того, чтобы нам в последующем пришлось меньше этим заниматься. Все убрали. Теперь, получается, часть мы вытаскиваем наружу, для того, чтобы было место под саженец наш. Под саженец. Посадка должна производиться чуть-чуть ниже уровня земли. Лина, а вот она должна быть настолько сухая, да? Или еще лучше, чтобы посуше было? Нет, вообще растения... Кстати, вот я не сказала про выбор места и вообще про вот этот режим влажности. Древесные растения предпочитают высокие сухие места. Но при этом должен быть очень хороший полив произведен. Мы, например, поливаем наши растения в течение лета 3 раза в неделю и по ведру. То есть это не леечка маленькая, а 10 литров под одно дерево. Это при поливе. При посадке мы должны использовать 20 литров. То есть сейчас мы покажем, как это делается. Так, ну что, давайте покажем. Вот. Давайте откройте. Я займусь хорошим делом. Итак, помощь. Вот так вот у нас выглядит саженец вместе с комом. И мы, получается, должны произвести посадку только вот до этого уровня, который вот ком у нас есть.
до этого уровня сажаем. Если мы заглубим, получается, в городе довольно часто я вижу, ну вот, Ошибку, да? вот так вот они немножко закапывают. Но здесь у нас есть такая вещь, как корневая шейка. Корневая шейка, если засыпается, то растение потихоньку чахнет. То есть, ну, как бы не дышит, получается. И вот такая ошибка тоже довольно часто бывает. Сейчас давайте посмотрим вначале уровень нашей лунки. Вот. Как я уже до этого говорила, мы должны посадить наше растение чуть-чуть ниже уровня земли, для того, чтобы у нас была поверхность для полива. То есть, если мы посадим вровень с землей, то поливочная вода вся просто-напросто растечется по участку. А нам необходимо, чтобы примерно на 20-30 сантиметров водичка дошла, где корнеобитаемый слой, в общем. Ага. Вот мы посмотрели, увидели, смотрим декоративность, то есть саженцы же не все одинаковые, они как бы немножко, получается, ну, вот это у нас прям такой ровный идеальный саженец, конечно, а иногда бывает, что с какой-то стороны залысинка, с какой-то стороны еще что-то. Кривоват. И кривоват бывает. И, в общем, все эти нюансы мы учитываем вот при установке саженца, потому что после это сделать будет невозможно. Вот, значит, мы установили. Сейчас из пакетика всю землю высыпем. Вот. И перво-наперво, получается, нам нужно залить одну лейку воды сюда, для того, чтобы у нас промокли все корешки и увлажнились. Давайте. Ваш вклад. Так, куда? Прям полностью туда. Можно с другой стороны, чтобы ускорить этот процесс. Так, в принципе. Держу. Опа-на. Ну ладно. Вот так, да? Да, все верно. Полностью. О! Вот. Ну, в принципе, можно остановиться. Так, это у нас пошло первая часть нашего полива. Дальше мы с вами должны дождаться, пока вот эта вся вода впитается, вся вода уйдет, и засыпать остатками нашей смеси. И дальше очень сильно утрамбовать наш саженец, для того, чтобы у нас корешки не сгнили, получается. Обычно люди очень бережно относятся к растениям. Вот вы показали, сейчас хлопать надо, мне страшно даже так делать. Бывает такое, да. Получается, немножко похлопают и посчитают, что этого достаточно. А на самом деле растению древесному ничего не будет. Мы должны вот на эту трамбовку отдать какую-то силу для того, чтобы оно хорошо росло. Так, хорошо. Еще на что внимание нужно обратить обязательно, вот пока у нас вода пропитывает почву. Основные ошибки. Вот это вот, я уже повторюсь, трамбовка, плюс вот это вот заглубливание, то есть закапывание этой самой корневой шейки. И, может быть, еще боязнь обрезки растений, что ли, получается. Бывает так, что саженцы, например, вот этот, конечно, кустистый, одноствольные приходят, то есть вы покупаете просто стволик, и немножко становится жалко убирать высоту, а на самом деле вот эта вот самая обрезка, она будет вам очень полезна. У вас растение начнет принимать как свою форму, то есть начнут расти боковые побеги, плюс еще добавятся побеги из спящих почек. Есть такие по стволу дерева, их сейчас не видно, но когда мы производим обрезку, они начинают просыпаться, и растение у нас, получается, начинает быть гуще. А вот ту самую обрезку мы прям сразу должны делать, как только посадили дерево, или нужно немножечко ему там месяц-два и потом? Нет, сразу. Можно это сделать сразу. И максимально как можно отрезать? Ну, одну треть. Получается, просто берете, но главное это сделать над почкой, для того, чтобы большого пенька не оставалось. Вот здесь оставляете 5-6 миллиметров и просто обрезаете. Секатором. Острый секатор обязательно должен быть, и срез должен быть косой, для того, чтобы рана вот это побыстрее зарубцевалась. Делается хорошо. такой Над вот срез. почечкой 5 миллиметров и косой срез. Хорошо. Вот. Так. Плюс еще что? Если мы сажаем растения в тени, да, получается, не у всех же участки на солнечных листах, и бывает такое, что хочется между домом и забором и так далее. В принципе, черемуха, она
ну, является теневыносливым растением, грубо, да? Ну, конечно, может быть, ну, утверждать это не это, но, в общем, она растет в тени, но визуально, получается, она очень сильно вытягивается, то есть ей недостаток солнышка идет, она вытягивается, и вот эти вот междоузлия, вот это вот пространство между почками, оно очень сильно увеличивается, то есть растение у нас становится таким рыхловатым. Сейчас можете снять. Вот такая она получается в идеале. Ага. Но когда темно, вон у нас... Мы дойдем до него или не дойдем? В общем... Пошлите, пойдемте посмотрим. Вот как раз в тени, да, черемуха? Да. Тут у нас уже видим... Разницу, да? То есть оно немножко рыхловатое. Вот эти вот... Видите? Вот в этом и различие посадки на солнышке и в тени. Вот отлично. Так. И, может быть, Ирина, у нас давайте все-таки завершим наш процесс. Итак, вернулись мы на наш участок. Получается, засыпаем остатками нашей питательной смеси. Конечно, смесь у меня не сильно питательная, но ничего. Я пожалела перегноя, и цвет у меня получился немножко яркий. Он должен быть темнее и, ну, вот здесь вот как будто песок. На самом деле должно быть как в теплице, но менее жирно, в общем, пожиже как-то. Вот мы, получается, засыпали остатками. Так, хорошо. И аккуратненько вот так прямо трамбуем. Ага, трамбуем. Здесь водичка пока полностью не ушла, поэтому мы это делаем вот так вот. А на самом деле это делается вот таким движением. Прям Вот. Вставляем вот эту самую лунку для полива. Вот где-то сантиметров, ну, 5. 5, грубо. Вот глубина здесь должна остаться, да, 5 сантиметров? Но, естественно, с годами вот эта лунка, она уходит, да. И чтобы избежать вот этих вот вещей, есть такие вещи, как бордюрная лента, например. Это просто такая широкая лента, она укладывается вокруг растения и, ну, сохраняется намного дольше, чем вот мы просто оставили. И вот эта вот лунка плюс еще несет такой декоративный характер. Да, чем аккуратнее эта лунка, чем правильнее форма у нее, и чем меньше сорняков в ней, растение будет смотреться декоративнее. Вот, собственно, сейчас нам нужно залить еще одной леечкой воды растение наше. Я вам помогу. И дальше, получается, вода эта наша, когда уйдет, мы должны замульчировать нашу лунку. В качестве мульчирующего материала можно использовать, вот как мы, например, кору древесную. Для чего это делается? Для того, чтобы вода меньше испарялась, чтобы производить поливы чуть меньше. Плюс она помогает от роста сорняков. Плюс, ну, это красиво. Кора древесная очень хорошо контрастирует с зеленым цветом травы. И, собственно, это, ну, на мой взгляд, очень симпатично. Да. Плюс коры в том, что кора в себе не копит никаких смол. Допустим, если мы используем вместо коры как опилки, да? Да. Опилки, они могут содержать вот эти вот смолы, поэтому опилки должны быть старые. А кора какого дерева? Любого. Любого дерева? Древесная кора. Хорошо. Ага. Дальше это может быть щепа. Сейчас очень модно тоже. Щепу эту красят. Она может быть там красного, синего, любого фиолетового цвета. Вот еще... здесь вот смотрите, шарики идут. Мы недостаточно утрамбовали. То есть... воздух выходит. Видите, да? Сейчас получается... У нас водичка булькает. Это значит, мы мало зажжем. Ну, потом, страшного, да, конечно же. Потом вода уйдет, мы еще дополнительно дотрамбуем, и будет все замечательно. Так, а такой вопрос. Все-таки вот мы посадили, вы говорили про обработку, да? Насчет вот тли. Все-таки чем мы покупаем химический состав, да, какой-то? Ну, вообще, получается, сейчас у нас мы видим то, что растение здоровое, да? Здоровое. И при посадке можно использовать, например, стимуляторы роста корней. Это может быть там корневин, корнерост, они, ну, на пачках написано обычно. И этого, я считаю, на первых порах достаточно. Да, потому что если
ну, в общем, нам надо, чтобы укоренилось растение, и для этого, чтобы вся сила растения именно шла на укоренение. Допустим, если мы начнем подкармливать растение, пойдет большой рост зеленой массы, и корешки могут, ну, не осилить, получается. Да. Вот это вот. Тогда, получается, на первом этапе достаточно просто правильно поливать, правильно посадить. Ну и, может, иммуностимуляторами какими-то, чтобы растение, в принципе, было такое сильное и способное противостоять болезням. Хорошо. Иммуностимуляторы тоже бывают очень разные. Есть такой HB101, то есть он такой простой в использовании. Это просто капли, капается в пульверизатор 2 капельки и просто опрыскивается растение. Вот так вот, да? Вот. Ну, давайте еще раз подойдем к нашей красавице, к тому самому дереву, которое уже цветет. В лучшем случае, как долго цветет черемуха? Подскажите. Где-то 10-14 дней. Зависит это, опять же, от погоды. Да. Если у нас лето, такой, ну, июнь такой засушливый, очень много солнца и так далее, естественно, цветение будет промежуток маленький. И регулировку этого мы, опять же, производим поливом. То есть полив может быть чуть больше, можно немножко даже затенить. Отлично. Вот, ну. Ну что, спасибо большое, Ирина, что показали нам, главное, рассказали, все очень хорошо. Дорогие друзья, мы не прощаемся, мы увидимся уже завтра, и вновь у нас сюжет будет именно отсюда, поэтому следите за нашими новостями. Обратите внимание, мы имеем обратную связь с вами, дорогие друзья, наш инстаграм-страничка, WhatsApp номер вы видите сейчас на экране. Если у вас есть идеи или вы хотите стать участником этого проекта, пожалуйста, отправляйте ваши предложения, пожелания. Возможно, у вас есть вопросы, мы обязательно с вами свяжемся. Ну что, наш эфир подходит к концу. Надеюсь, черемуха зацветет у многих из наших телезрителей на участках. Но мы увидимся с вами завтра. До новых встреч! Bum, 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 bum.